Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие зрители, я сделаю отсыпочку на песке на мужчину. И мы с вами посмотрим, что вы совсем скоро и очень точно о нем узнаете, что он прятал от вас, что скрывал от вас, что вам не договаривал, да, какие тайные секреты вам станут известны, тайные секреты вашего мужчины. Если тема интересна, представьте его, загадайте на него, назовите его по имени и попросите, чтобы вся правда о мужчине вам открылась. Я же со своей стороны настроюсь, попрошу высшие силы показать то, о чем вы должны узнать. Должны узнать именно о загаданном мужчине, что он от вас прячет, что скрывает, что важно знать вам о нем. Высшие силы, дайте возможность ответить на все вопросы. Пошлите только нужную, важную и полезную информацию. Пусть Угу. Так, мои хорошие, отсыпка у нас общая. Да, мужчины разные, но поверьте, случайности не случайны. И если вам попалось это видео, значит, вам нужно знать. Значит, здесь будет про вашего. Значит, здесь важная информация. Смотрите, у вашего мужчины, у загаданного мужчины явно есть секреты. И этих секретов очень много. Надо отдать должное, что эти секреты его тяготят. Ему не нравится от вас что-то скрывать, ему не нравится жить в этом состоянии секретности. Но что есть, то есть. Он себя оправдывает тем, что он не хочет вас разочаровывать. Видите ли, так случилось, что он себя вам презентовал как очень успешного, ловкого и смелого мужчину. Да? Вот я такой, я все могу, я все знаю, да я умнее всех, да я там всем мастерам мастер, да у меня там голова работает, да я там того знаю, этого знаю, тут за руку здороваюсь. Да? В общем, подал себя как такую красивую и вкусную конфету в золотой обертке. Да? Но если эту конфету развернуть, окажется, что это обычная карамелька. Да? Карамелька. Ничего там изысканного, ничего там уникального. Да? Просто мужчина. Мужчина со своими плюсами и минусами. И ему очень важно перед вами сохранять вот этот имидж. Имидж успешного успеха. Мужика на все 100. Да? Вот такого пупа земли, вокруг которого все вертится. Мало того, к этому обману он еще может подключать не только своих там друзей, приятелей, но и даже в какой-то степени родственников. Да, просить, чтобы там, подтвердили, да, что он такой успешный, что он молодец, что у него все замечательно. Что же на самом деле происходит? Я вижу, что у мужчины много проблем, и много проблем именно с деньгами. То ли он у вас в долг живет, да, для того, чтобы там красиво за вами ухаживать, человек просто идет в банк, берет в долг, либо по миру идет, у кого найдет, у того в долг и берет. И деньги на вас пускает. Там, на цветы, на ресторан, на какие-то покупки, на финансовую помощь. Показывает, что у меня этих денег, там куры не клюют, я там пальцами щелкнул, сразу мне там сумма огромная капнула, даже напрягаться не надо. Вот такой я успешный. С одной стороны, да, он так показывает свою любовь, свою заботу, но с другой стороны, если вы будете вместе, потом же все эти долги вам нужно будет отдавать, а вы на это подпишетесь, да, вам это нужно. Что это за дела такие? Живи по средствам, да, живи на свои, не на чужие, да, объясни ситуацию, что да, я хочу дать тебе самое лучшее, я стараюсь, я работаю. Может быть, сейчас я и не могу тебе там самый шикарный ресторан оплатить, либо там букет из 1001 розы, но тем не менее я буду стараться. Вот тебе моя любовь, вот тебе моя рука, прими, пожалуйста. Нет, этот идет хитрым путем. Он видит вас очень шикарный, он бесспорно, он в вас влюблен, он считает вас самой идеальной, самой прекрасной, самой желанной. Вы его поразили, когда в первый раз он вас увидел. Он горит к вам, буквально там с первого полувзгляда в вашу сторону. Но с другой стороны, такие темы, да, вот такие финансовые махинации, назовем это так, но это нехорошо, это как-то прям совсем глупо.
И опять же, это чревато. Все равно придется эти деньги отдавать. Все равно вы обо всем узнаете. Идет, что он действительно очень по-крупному сглупил, что правду вам не рассказал. Живет он скромно, все, что есть, на вас тратит. Опять же, тратит на то, чтобы там долги отдать, либо вообще от должников у кого-то отыграется, бегает. Если у мужчины свой бизнес, то бизнес уже там давно наладан дышит, прогорает со всех сторон. Там эти кредиторы уже насели так, что не продохнешь. Не идет, что он прячется от кого-то, скрывается, может быть, даже не от одного человека. Он как будто бы должен всему миру в сегодняшнем дне. Но очень сильно боится, что вы об этом узнаете, что вот этот миф, легенда про то, что он успешный человек, что это все рухнет, что вы в нем разочаруетесь, скажете: ну все, товарищ, пока, да, нам с тобой не по пути, зачем я должна выплачивать твои долги, зачем я должна прятаться от твоих кредиторов. Да, вот боится этого. Он понимает, что это неправильно, так не должно быть. Ну вот такая глупость у человека. Еще, мои хорошие, у кого-то из вас отыграется, что у мужчины есть какие-то тайные пристрастия, ну, как вредная привычка, можно так сказать. Но он этим не занимается там прям ежедневно, скорее время от времени. Скорее всего, что-то он употребляет. Употребляет то, что не положено употреблять, да, то, что опасно, вредно для здоровья. Может быть, там раз в неделю, да, либо в момент там особого беспокойства, либо стресса. Ну вот идет мне там то ли какие-то витаминчики, то ли что-то, знаете, вот покурить, да, что-то он делает. Возможно, вы даже его видели в такие моменты в измененном сознании, но он вам сказал, что нет, я просто там счастлив был, либо что-то там придумал, да, как-то отмазался. Но подозрения у вас, скорее всего, закрались. И подозрения ваши правильные. Да, у кого-то так и отыграется, что он употребляет. И смотрите, еще такая вот линия складывается. Чем больше у него проблем, тем больше он начинает употреблять. Понимаете? А это очень прям тревожные звоночки. Очень тревожные. Вот хочется сказать, что он заврался. Но опять же, страх потерять вас может быть оправданием? Наверное, нет. Да? Потому что отношения на обмане не строятся. И еще, мои хорошие, тут женщину показывают. Женщина, которая на него метит, либо права даже имеет. Возможно, мужчина вам забыл сказать, что он с кем-то живет, либо забыл сказать, что он женат на ком-то. Да, может, он сказал, что я там развелся, либо развожусь. На самом деле, там женщина все права на него имеет. И имеет, и этими правами пользуется. Как он ухитряется все это скрывать? Ну, так все раскроется. Понимаете, ложь, она ведь такая коварная, ты можешь в нее поверить, но все равно она раскроется. Да? Ты долго можешь кого-то обманывать, но все равно все раскроется. И у вас, я вижу, тоже все раскроется. Но опять же, оправдание — это то, что влюбился в вас. Оправдание, что вы идеальны, да, что вы бы с женатым не стали бы встречаться, общаться. Вот такое оправдание. Ну, как по мне, так это тоже какой-то детский сад. Да? Обман, развод в чистом виде. И оправдание, ну какие ты оправдания найдешь? Ну кто тебе поверит, да? Либо кто скажет: ну ладно, типа, если любишь, окей, будет треугольник. Нет, нет, это не то. Вот откуда-то у него идет желание легко решать проблемы, либо даже их не решать, от них уходить, потому что ложь — это не решение, это уход от проблемы, да, вот уйти, не выйти, а уйти, просто вот обогнуть эту проблему. То есть проблема, я ее скрою, я вот каким-то окольным путем пойду, всех обману и сам обманусь, и все у меня будет хорошо. Проблемы, они типа сами там порешаются без меня. Но на самом деле здесь вот ситуация какой-то лавины назревает. Да? Лавина — это страшная сила, и она со страшной силой и скоростью катится вниз. И этот мужчина в эту лавину попадет, как по мне. Очень даже попадет. Я не исключаю, что вы даже на какое-то время прекратите с ним общаться. Мне еще идет, что вы очень часто прям сердцем чувствовали, что что-то не так. Вот каждый раз, когда он вас обманывал, сердце давало сигналы, вот как ёкало, да, либо какие-то смутные ощущения были у вас, да, в эти моменты, вот как интуиция там кричала: очнись, приди в себя, он тебе врет. А вы такая: ну не может же он столько врать. Может. И этот мужчина может. Может быть, у него такой пример был перед глазами, да, он вырос в окружении людей, которые постоянно обманывали. Возможно, мужчина
действительно, ну, у него характер, допустим, такой, да, он не привык там прямо говорить, либо как стесняется, боится высказываться прямо, и поэтому вот придумывает всякие такие варианты, вводящие в заблуждение. Ну вот запутался. Мне идет, что он очень сильно запутался. Еще у кого-то может отыграться, что на мужчине дурной глаз. Вот, дурной глаз, потому что он везде представляется успешным, люди на него смотрят и думают: о, какой ты успешный, ну надо же. Вот, и дурной глаз ложится, и ситуация еще больше усугубляется. Ну что, правда раскроется, причем тут не одна правда раскроется, тут прям прорыв правды идет. Разных людей будете узнавать, да, с разных сторон пойдет информация. Ну а мужчина вот в лавине, я его вижу, в лавине катится со страшной скоростью куда-то вниз. Оправдание у него одно — это чувство к вам и страх вас потерять, страх вас разочаровать. Вы для него райская птичка, такая прям шикарная, желанная. И ради вас он готов на все, но только не на честную жизнь, да, извините, хочется так сказать. В принципе, если бы он вам правду сказал, то вы бы, скорее всего, ему помогли. То есть вы бы его не отшили, вы бы ему помогли, вы бы дали ему хороший совет, вы бы как-то поучаствовали, может быть, даже в решении его проблем. Но он пошел другим путем, а вы ложь не любите, вообще не принимаете. Вы не сможете оправдать ложь ни от кого. Вот, ни от кого. Скорее всего, вы ему об этом говорили. И говорили, что прежде всего цените в отношениях честность. Да? Что ложь вы не простите. В общем, закопался. Этот мужчина закопался и закопался в своих проблемах. Так, еще для тех, кто находится в тайных отношениях, которые вот не афишируются, да, скорее всего, любовный треугольник, вы-то, скорее всего, знаете про его жену, и он вам все время говорит, что все, я с ней договорился, мы все порешали, вот ждем там какого-то события, да, там ребенок школу закончит, либо еще что-то случится. На самом деле он врет, ничего он не говорил, он скрывает и старается дома быть прям, ну, идеальным мужем, да, чтобы жена случайно не догадалась. Еще мне идет, что он почему-то как-то от жены своей очень зависим. Зависим, либо она там все решает. Может быть, финансовая зависимость, либо имущественная зависимость. Как-то так идет. Ну, мужчина хочет усидеть просто на двух стульях. Но это обидно, конечно, звучит. Но что есть, то есть. Но что мне от вас скрывать? Я говорю то, что я вижу. Думает ли он о вас? Да, конечно, он постоянно думает о вас. Любит ли он вас? Да, он любит вас и очень сильно любит. Но при этом, девочки, он обманывает. Обманывает. И проблем у него очень много. У него прям зад подгорает от этих проблем. Он пытается одной рукой тушить, другой рукой он к вам тянется и создает новую ложь. Буквально то, что он вам говорит, каждый день говорит, можно смело делить, там, не знаю, сразу на 3. И точно не ошибетесь. Да? Преувеличивает, приписывает, накидывает, наговаривает, да? Переплюсовывает. Вот этим он занимается. Хочет произвести впечатление, хочет, чтобы вы им восхищались. У него это прям как-то очень важно, да, важно. Еще у кого-то отыграется, что мужчина хочет, чтобы его уважали. Уважали. Он может рассказывать, что он умный, что он там все знает, да, как я говорила, все умеет, что у него все там получается, что вы такая: о боже, у меня такой умный мужчина, самый умный в мире, да, вот ему хочется этого, чтобы его там по голове гладили, целовали и говорили: какой ты у меня самый лучший. Какая-то потребность у него в этом есть. Может, мама его не хвалила в детстве, может, еще что-то было, да, ну вот есть. Это как патологическая болезнь. Говорить неправду, да, это как болезнь у него идет. Так, еще по поводу этого мужчины. Несмотря на то, что он вам врет, я хочу сказать, что этот мужчина, он какой-то, в принципе, непростой, да. У него то, что с ним сейчас происходит, для него это как урок. И урок, скорее всего, судьбоносный. Да, судьбоносный урок, судьбоносное испытание. И вот в целом вот эта шляпа, видите, в центре шляпа, да, даже не шляпа, а как цилиндр, потому что вранья очень много. Не вмещается в шляпу, поэтому цилиндр. Это урок и для вас, и для него. Для вас урок, потому что надо сердце слушать, потому что к интуиции нужно прислушиваться.
а не всецело верить мужчине. Да, мужчины не такие, могут соврать. А вам ваша интуиция прям и трубила, и кричала, и в бубен била, а вы такая: да нет, это не может быть, да? Чтобы верила, чтобы в будущем себе прежде всего верила, а потом уже мужчине. А ему урок, что нельзя так сильно врать, особенно тем, кого ты любишь. Иначе это может очень сильно плохо закончиться. Ну, вот такие вот уроки. Может быть, даже поэтому вы и встретились, чтобы эти уроки пройти. Вместе пройти. Вместе и по раздельности. У вас свой урок, у него свой урок. Ну, что сказать. Тут тяжелый будет путь, у него исправление ошибок. И перед вами будет очень тяжело оправдаться. Да? Может, на какое-то время вы даже общаться перестанете. И для того, чтобы закрыть все эти свои лживые истории. Там, закрыть долги, рассчитаться с кредиторами. И, возможно, даже какая-то психологическая работа над собой, чтобы прекратить обсыпать себя пухом и перьями, блестками, рекламировать, чтобы немножко другие ценности у мужчины образовались. Да? И ценить себе не то, что ты пририсовываешь, приписываешь, а то, кем ты на самом деле являешься. Да? Вот есть у тебя какие-то способности, ну так сделай их своей силой, да? Достигни в них профессионализма, реализуйся в них. Да? Тогда будешь смело хвастаться, может и хвастаться не придется, потому что люди уже о тебе будут знать, да? Слава твоя будет идти впереди тебя. Ну вот как-то так вышло. Но вы узнаете, вы практически там на 99,9 все узнаете. Информация будет приходить постепенно и от разных людей. И информация будет прям проверенная. Проверенная, четкая, точная, прям как в аптеке. Все узнаете, девочки. Но не судите строго. Вот правда, он так вас сильно полюбил, и так ему хотелось быть для вас самым лучшим, идеальным, что он пошел на всю эту ложь. Хотя, с другой стороны, любовь — это тоже не оправдание. В общем, думайте сами, решайте сами. Вы все о нем узнаете. И о нем, и про него, и о том, что произошло, случилось. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.